С 20 августа в автобусах и троллейбусах принимают только безналичную оплату. Карты можно приобрести у водителей на остановках, точках продаж, у мобильных операторов, а также в отделениях Кыргызпочтасы. С 20 августа карту Тулпар можно приобрести по акции у водителей за 30 сом, а так она стоит 50. Оплатить можно транспортными картами Тулпар, картами Visa L-Card, NFC, QR-кодом, а также вводом кода транспорта в приложении Тулпар. Для того, чтобы оплатить проезд, достаточно приложить карту Тулпар или банковские карты Visa L-Card к электронному валидатору. Чтобы оплатить проезд с помощью QR-кода, вам нужно будет скачать приложение Тулпар, зарегистрироваться в нем и ввести номер мобильного телефона. В самом приложении вы выбираете пункт карты, вводите в поле номер карты, 16 цифр с ее лицевой стороны, а в поле код, секретный код с оборота карты. Счетом будет ваш номер телефона, уже привязанный к приложению. Готово! Теперь вы можете нажать на кнопку «Оплатить сканированием» и в главном меню приложения отсканировать QR-код в автобусе и спокойно ехать по своим делам. Эти автобусы не принимают безналичную оплату, потому что это частные автобусы. Безналичную оплату принимает только общественный государственный транспорт. Удивительно, обещанных точек продаж от Тулпар не оказалось. Нам пришлось ехать с центра города до района Политеха, чтобы приобрести карты. Но здесь точек продаж тоже не оказалось. Вопреки утверждениям Тулпара, точек продаж нет ни возле ЦУМа, ни возле ГУМа, ни на Киевской Абдрахманова, ни на Советской Ахмбаева и в районе Политеха. Пополнить баланс карты Тулпар можно через терминалы, банковские приложения и мобильные кошельки. Чтобы пополнить баланс через терминал, вам нужно выбрать пункт «Билет и отдых», а после пункт «Тулпар». Пополнить баланс вы можете по номеру телефона, если уже привязали номер к приложению, или по номеру карты. Номер карты находится на ее лицевой стороне. Пополнить баланс Тулпара, например, через приложение Optima, вы можете через меню «Электронные деньги». Выбираете удобный способ по номеру телефона или карты и вводите нужные данные. Несмотря ни на что, водители продолжают брать наличные.